Ночью в республиканской инфекционной больнице скончалась 67-летняя женщина. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве. По его словам, у нее были сопутствующие заболевания: цирроз печени, двухсторонняя пневмония, полиоргана, недостаточность и отек мозга. Усенбаев сообщил, что женщина контактировала с больным коронавирусом. Несмотря на лечение, ночью она скончалась, рассказал он. Замминистра рассказал, что в феврале женщина получала лечение из-за хронических заболеваний в Наццентре фтизиатрии, а в апреле находилась на лечении в Джаильской территориальной больнице. Джугурку Кинеш сегодня, 6 мая, заслушивает информацию правительства о принимаемых мерах по ликвидации последствий схода селевых потоков, произошедших в Баткенской и Джалалабадской областях. Депутат Джугурку Кинеша Карамат Урозова поинтересовалась, сколько средств будет выделено для разрешения последствий по селевому потоку в Лейлекском районе и есть ли специальная программа на заседание парламента. На что глава МЧС Замир Аскаров ответил, что мониторинг проводится и комиссия на местном уровне также проводит работу. После этого будет понятно, сколько средств необходимо, ответил он. В Кыргызстане на утро 6 мая подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве. По его словам, новые случаи были выявлены в Бишкеке 16 случаев, в Чуйской области 2 случая, в Джалалабадской области 6 случаев и в Баткенской области 4 случая. 5 случаев завозные. 1 случай выявлен у кыргызстанца, который прибыл из Дубая и находился на обсервации, сказал замминистра. Также, по его словам, 3 человека прибыли из Таджикистана, 3 студента прибыли из Худжанта, 1 студент вернулся из Душанбе. Вирус выявили, когда они были в обсервации. Таким образом, на утро 6 мая в Кыргызстане всего подтвержден 871 случай коронавируса. Кыргызстан намеревается направить Узбекистану гуманитарную помощь, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров 6 мая на заседании Джугурку Кинеша. Он отметил, что в соседнем Узбекистане из-за прорыва дамбы Сардабинского водохранилища были затоплены ряд сел. В состав гумпомощи войдут цемент, продукты первой необходимости, одеяло и другие необходимые вещи. В течение нескольких дней гумпомощь будет направлена в Узбекистан, добавил министр. В 2020 году предусматривается строительство водопроводных сетей в жилмассивах Арча-Бишкека, Акбата, Кокджар. Об этом 6 мая сказал вице-мэр Бишкека Уланбек Азагалиев на брифинге в правительстве. Общая площадь планируемых к строительству водопроводных сетей составит 1500 погонных метров. Планируется обеспечивать питьевой водой более 160 домов, сказал он.